27 ноября, в Международный день благотворителя, якутяне присоединились к масштабной акции «Щедрый вторник». Благотворительную акцию поддержали исторический парк «Россия. Моя история», ресторан «Панда и журавль», студия творчества «Крафт», центр отдыха для всей семьи «Мандарин», кофейня «Тревелс Кофе», IT-школа «Академия гениев». К движению присоединились и частные лица, передав пожертвования в фонд Харасхал. Исторический парк «Россия. Моя история» пожертвовали сумму от вырученных билетов 27 ноября. Но мы считаем, что благотворительные акции, которые проводятся такими фондами, как Харасхал, вообще неравнодушными людьми из самых разных, может быть, организаций, общественных и как личная инициатива, это очень важно, потому что мы понимаем, что вместе с нами рядом живут те люди, которым нужна помощь. Студия творчества «Крафт» провела благотворительный творческий мастер-класс для учеников Республиканской специально-коррекционной школы-интерната. Дети создавали новогодние поделки, вкусные пончики, красивые открытки с пожеланиями и елочные игрушки. Ресторан «Панда и журавль» 27 ноября пожертвовали 20% от продажи самого популярного блюда. Мы очень рады тому, что вообще в России проходит такая акция, тем более в Якутске первый год. Мы счастливы принять участие в этой акции и, конечно, порадовать деток на Новый год. Мы рады подарить хорошее настроение детям. Новый год – это праздник чудес. Все собранные средства в этот день фонд Харасхал направит на приобретение новогодних подарков для детей с инвалидностью Якутии. Ознакомиться с участниками акции «Щедрый вторник» вы можете в социальных сетях, пройдя по хэштегу «Щедрый вторник ЕКТ» и «Неделя признаний ЕКТ». В рамках декады инвалидов состоялась выставка «Якутск. Город равных возможностей», затрагивающая интересы многих жителей нашего города. В выставке приняло участие 35 учреждений и организаций, в том числе Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Главное бюро медико-социальной экспертизы, Центр занятости населения Якутска, Агентство субсидий Якутии, городские общественные организации людей с инвалидностью и многие другие. Мы очень рады, что откликаются и приходят на эту выставку некоммерческие организации. Они всегда рады выставить свои услуги, свои изделия. И те люди, которые сюда приходят, не обязательно с инвалидностью, а могут получить здесь консультации по любым вопросам. Представлено очень много федеральных ведомств. В ходе выставки граждане получили нужную информацию о социальных льготах для людей с инвалидностью, социокультурной и профессиональной реабилитации, частных домах-интернатах, пансионатах, службе сиделок, социальных работников, консультацию по вопросам создания частных организаций по предоставлению социальных услуг. Экспертами по доступной среде были даны консультации для специалистов учреждений и организаций всех форм собственности по вопросам организации безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных граждан. Стараемся, чтобы какое-то новое направление, которое появилось в Российской Федерации, на мировом рынке, оно чтобы находило свое отражение на нашей ярмарке. И мы очень рады, что в этом году нашу выставку посетил председатель правительства Республики Саха-Якутия Солодов Владимир Викторович. В ходе мероприятия прошли мастер-классы по рукоделию, выставка продаж изделий учебно-производственного комбината. Любой желающий мог пройти во время выставки медицинскую экспресс-диагностику. Параллельно с выставкой на сцене шла концертная программа «Мы вместе» с участием звезд якутской эстрады, ярких талантов художественной самодеятельности. На этом мероприятии каждый человек с инвалидностью мог найти единомышленников и получить ответы на интересующие его вопросы. Надеемся, что наш город Якутск действительно станет городом равных возможностей. Спортивное движение в Якутии развивается интенсивными темпами, а популярность наших чемпионов и призеров соревнований различных уровней растет с каждым годом. Потому в преддверии Нового года состоялось уже традиционное награждение премии Федерации по адаптивным видам спорта Якутии «Спорт без границ».
«Спорт без границ» присуждается спортсменам с инвалидностью и спортсменам с ограниченными возможностями здоровья, которые не перестают удивлять и радовать красивыми победами на российских и международных аренах. Они наглядно демонстрируют волю и мастерство, восхищая и вдохновляя других своим ярким примером. Награждение лауреатов премии проходило по следующим номинациям. «Сила в воле». Ее удостоилась чемпионка по женскому волейболу Альнуна Дмитриева. «Поворот судьбы». Эту номинацию присудили пауэрлифтеру Ринату Жангирову. «Преодоление». Этой номинации удостоился игрок в парабадминтон Александр Каратаев. «Точка опоры». Номинация присуждается лучшему тренеру. Здесь лучшим стал Афанасий Жараев из Сонтарского улуса. Он является активным пропагандистом адаптивных видов спорта в своем улусе. Паралимпийская чемпионка по плаванию Анастасия Диадорова удостоилась номинации «Личный пример». «Что наша жизнь? Борьба». В этой номинации наградили чемпиона России 2018 года по пауэрлифтингу среди слепых спортсменов Сергея Безносова. Дебютанткой 2018 года стала воспитанница Республиканской школы плавания Татьяна Манджураева. Женская сборная Якутии по волейболу сидя, бронзовый призер чемпионата России 2018 года, удостоилась номинации «Команда года». Очень рад, что придумали, сделали такие номинации. Я даже не ожидал, что меня номинируют в чем-то. Но такое призвание будет стимулировать меня только о дальнейших достижениях, о завоевании золотых медалей, ну и дальнейших побед. Я очень рада, что мы попали в этот список. И это для нас в дальнейшем пути, это будет толчок. И я очень рада за моих девочек. Самое главное – верить в свои силы, никогда не отчаиваться и никогда не бросать свое дело и идти к своей цели. Если вдруг не смеется, ты включи ему солнце, ты включи ему звезды, это просто. Ты исправь ошибку, превращая в улыбку все грустинки и слезы, это просто. Воскресенье, суббота, дружба это не работа, дружба это не работа. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям, это просто. А когда будет надо, все друзья будут рядом, что включить тебе солнце или звезды. Воскресенье, суббота, дружба это не работа, дружба это не работа. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Если каждый друг по другу вдруг протянет руку, то будет видно в иллюминаторе. Дружба это экватор. Если каждый друг планеты другу ромашкой помашет, станет ясно, дружба это планета ромашек. Воскресенье, суббота, дружба это не работа, дружба это не работа. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Если вдруг не смеется, ты включи ему солнце, ты включи ему звезды, это просто. Ты исправь ошибку, превращая в улыбку
Каждый ребенок уникален, и у каждого свой способ восприятия мира. В этом главный принцип инклюзивного образования. Инклюзивное образование – это возможность любого ребенка получать знания по программе с индивидуальным подходом. Это значит, что ваш ребенок получит равное внимание с учетом его особенностей и возможностей. Выбирая школу для своего ребенка, проверьте, есть ли в ней инклюзивный подход. Дети должны учиться вместе. Все дети имеют одинаковые права, независимо от цвета кожи, пола, возраста, особенностей или религии. Они имеют право на равный доступ к образованию, на защиту от дискриминации и на полноценную семью. Перед детьми стоят много преград, но если мы будем соблюдать их права и создавать им условия для их реализации, они смогут достичь многого. Каждый ребенок особенный. Все дети равные. Узнайте больше на сайте perspectiva-inva.ru.